Всем привет, друзья! Вы помните, у меня на канале есть там видео. Прошлый год я приезжал к брату в гости, и они покупали каракат такой. Вот. Сегодня тоже прошел год, так сказать, эксплуатировали этот каракат вдоль и поперек в тайге. И, как говорится, сегодня решил поспрашивать, какие плюсы, какие минусы будут этого караката, то есть. Я знаю, что вот сейчас они доделывают, что-то переделывают, там, например, не было кабины доделывают, поставили лобовое стекло. Несколько слов расскажу, если я вот спрашивал, они не хотят на камеру, но я спрашивал насчет минусов. Я говорю, я спросил насчет двигателя. Тут стоит 18-сильный двигатель лифановский. Вот я у многих спрашивал, 15 говорит слабоват, 18 нормально, терпеть можно. Ну, желательно, конечно, там 22 сейчас вроде выпустили, я не знаю потом. Ну, говорит, 18 хватает. Трансмиссия, коробка плюс вариатор тоже себя показала, говорит, по словам моих родных, моих охотников, говорит, нормально все. Колеса ураловские, обдершие, стандарт, тоже вроде в себя показали, нормально, потому как мы не очень, не ездили очень по болоту. В основном такие лесные чащи и дороги, очень плохие дороги. По болоту не могу сказать, эти колеса также и не могли сказать, потому что они не очень ездили по этим болотам. На гуся не ходили, как многие ходят на этом каракате. Вот. Еще что хочу сказать. Сделали, значит, каркас для кабины, потому что поставили лобовое стекло, потому что осенью, летом-то хорошо ехать, а осенью, когда еще дождь моросит и холодный ветер, очень ужасно, говорят, и ни капельку не сомневаясь, сразу поставили. Дальше сделали каркас для тенда, для кузова, чтобы там пассажиры могли сидеть спокойно, накроют потом тендом и все будет хорошо. Вот. Еще такой момент, сейчас покажу. Еще такой момент, вот эта крестовина у многих каракатов, у других производителей, вот это у нас вологодский каракат, а это крестовина у вологодского караката, а у других там стоит поворотный кулак у УАЗика. И он, как говорится, не очень показывает себя. А вот эта крестовина, насчет того, чтобы каракат там перевернулся или еще что-то, очень хорошо, говорит, себя показала. Короче, нет нареканий, пока на данном этапе нет нареканий. Вот этот бак, топливный бак себя показал, как бак может себя показать. Короче, он был, ребята, под капотом. Вот прямо около глушителя. Сначала вывели глушитель от бака. Глушитель стоит там уже на капоте, на крыле. Как бы он перестал греть этот бак. Но все равно доступ там к двигателю, доступ к другим там частям, этот бак еще так и небезопасно. Там все так и двигатель и сверху бак стоит полный горячий, полный топливом. Вот этот бак вынесли в кабину. Тоже никакой насос не ставили, поставили. Также самотеком течет топливо. И уже опробовали, все работает, все нормально. Как бы минусов-то я не могу сказать. По истечении года использования этого караката минусов как таковых не нашли. Есть недоделки, как уже говорил. Поменять сиденье, это родное, которое идет там, и поставить там защиту там. Это крыло, вот это крыло, говорят, очень сильно, оно узкое и брызгает слишком. И
тоже поширше надо сделать. И это сделают. Ну и перед тем, как в сентябре начнется охота еще, как это все полностью будет выглядеть, каракат постараюсь заснять. Вот такой небольшой, коротенький обзор к дополнению обзору первому, когда этот каракат покупался. За год использования скажу, что вологодскому каракату ставим лайк пока. А дальше что покажет, не знаю. Вот этот кузов, сюда уже приварен каркас. Покажу. Вот этот каркас. Он как бы съемный. Раз, это каркас для тента. И будет от ветра и от дождя укрытие. Вот этот, покажу еще вот этот УАЗик старенький. Сколько он дорог видел. УАЗик старенький, колеса, смотрите какие колеса, шикарные колеса. Ну вот и все, так сказать. Такой небольшой обзор закончен. Всем пока, всем удачи, до новых видео, друзья.